Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, дорогие сограждане, прошедший год нам запомнился рядом знаменательных событий. В области экономики мы успешно реализовывали федеральные и наши региональные программы, федеральные целевые программы, и наши в том числе. Особенно хочу обратить внимание, успешно реализуется федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Ингушетия. Помимо этого, наши компании в прошедшем году получили государственную поддержку на федеральном уровне в форме государственных гарантий, а также ряд наших компаний участвовали в финансировании из инвестиционного фонда. Наша республика вошла в туристический кластер. Мы заключили ряд взаимовыгодных инвестиционных соглашений. В области внешнеэкономической деятельности мы провели целую серию мероприятий за пределами республики. Особо хочу обратить внимание на Международный экономический форум, который прошел в Сочи в 2011 году. Установили дружеские отношения с рядом субъектов Российской Федерации и Республики Азербайджан, где подписаны соглашения. Также следует отметить, что в прошедшем году отражение республики в информационном пространстве существенно улучшилось. Стало больше материалов, отражающих позитивные изменения, которые происходят в республике. В 2011 году мы закрепили за собой право стабильного, динамично развивающегося региона. И, наконец, в области политики 2011 год нам запомнился прошедшими выборами. Мы провели трехуровневые выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, законодательное собрание Республики Ингушетия, местное самоуправление. Сплоченная работа всех ветвей власти позволила провести эту предвыборную кампанию на высоком организационном уровне. Массовое участие избирателей республики в выборах стало ярким свидетельством гражданской зрелости нашего общества и ответственности. Высокий процент голосов, отданных избирателям правящей партии, стало подтверждением доверия народа к власти, к проводимому курсу реформ в стране в целом. Мы достигли этих результатов, руководствуясь нашими, в том числе, национальными идеями. Я бы сказал, еще долгосрочными задачами, а именно единство народа, гражданский мир, социальная стабильность, межнациональное и религиозное согласие. Мы должны и дальше поддерживать и развивать духовные ценности нашего народа, основанные на общечеловеческих нормах морали, национальных традициях и обычаях, воспитывающих гражданскую ответственность и патриотизм, особенно у подрастающего поколения. Главное политическое событие и мероприятие 2012 года – это выборы президента Российской Федерации. Это важное событие, которое определит вектор развития всей страны, в том числе и Ингушетии, на годы вперед. Считаю необходимым усилить общественный контроль за организацией процесса голосования. И те задачи, которые сегодня стоят, мы в конце февраля завершим эту процедуру, когда на каждом избирательном участке будет стоять по 2 веб-камеры. Это общественный контроль позволит тем, кто пытается исказить факты, реальные факты, реально доказать, что это не так. Конечно, это все будет транслироваться в интернет-режиме и прямом эфире. В связи с этим призываю всех жителей, в том числе республики, всех нас с вами, проявить максимальную гражданскую сознательность и выйти на выборы, как это было 4 декабря 2011 года. Главное политическое событие и мероприятие 2012 года – это выборы президента Российской Федерации. Это важное событие, которое определит вектор развития всей страны, в том числе и Ингушетии, на годы вперед. Считаю необходимым усилить общественный контроль за организацией процесса голосования. И те задачи, которые сегодня стоят, мы в конце февраля завершим эту процедуру, когда на каждом избирательном участке будет стоять по 2 веб-камеры. Это общественный контроль позволит тем, кто пытается исказить факты, реальные факты, реально доказать, что это не так. Конечно, это все будет транслироваться в интернет-режиме и прямом эфире. В связи с этим призываю всех жителей, в том числе республики, всех нас с вами, проявить максимальную гражданскую сознательность и выйти на выборы, как это было 4 декабря 2011 года.
Уважаемые депутаты, уважаемые гости, поставленные в послании задачи ориентированы на решение самых насущных проблем наших граждан и направлены на развитие нашего общества, экономики республики, улучшение качества жизни населения. Только вместе мы сможем обеспечить выполнение тех задач, о которых мы сегодня говорили, и достичь реальных результатов. Надеюсь на вашу поддержку и взаимопонимание. Подводя итог своего выступления, хочу еще раз напомнить о предстоящем юбилее нашей республики. Еще раз хочу напомнить о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Эти два стратегических направления этого года для нас с вами. И мы вместе должны успешно это реализовать. Уверен, что эти события для всех. Председатель правительства прокомментировал ежегодное послание главы республики Народному собранию. По словам Мусы Чилиева, в своем послании Юнусбек Евкуров определил важнейшие направления развития республики. Это модернизация системы здравоохранения и образования, предстоящие выборы президента России и празднование юбилея Ингушетии, вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса и многое другое. Каждое из высказанных направлений, мне кажется, очень важно и необходимо для действий правительства. Поэтому я как-то затрудняюсь сказать, что главнее, что второстепеннее. Мне кажется, все, что было высказано, те задачи, которые были поставлены на 2012 год, те итоги, которые были подведены по 2011 году, они все были очень важны и очень необходимы для реализации. В своем послании также глава республики обозначил основные направления общественно-политической и социально-экономической жизни региона. Откровенно говоря, в целом мне само послание и само содержание послания главы республики очень понравилось. Во-первых, была достаточно дана объективная оценка итогов ушедшего года во всех направлениях социально-экономического развития, и не только в этой сфере, но и в различных и других областях жизнедеятельности нашей республики. Но самое главное, были определены ориентиры, и как правительство Республики Ингушетия, так и всем структурам Республики Ингушетия были определены ориентиры по 2012 году, с учетом, что этот год действительно есть два знаменательных события. Это мартовские выборы президента Российской Федерации и, конечно, для нашей республики, для жителей нашей республики, это 20-летие образования нашей республики. Я считаю, что в обращении главы республики были озвучены основные проблемы, которые стоят сегодня в республике, и основные задачи, которые стоят. Особенно на таких проблемных участках он расширенно остановился. Это и развитие сельского хозяйства, и агропромышленного комплекса, и развитие социального жилья. Эти вопросы он развернуто объяснил, поставил задачи выполнения. Мы считаем, что самое главное контроль за качеством и сроками исполнения поручений главы республики, и тогда будет все в порядке. Помимо всего прочего, особое внимание, по мнению главы региона, следует уделять духовно-нравственной составляющей жизни общества на основе истории, культуры, традиций и обычаев народов, населяющих нашу республику. Луиза Нальгиева, Ильяс Ханиев, Юсуп Ханиев, Муса Ужахов. Специально для программы «Вести. События недели».